Красавчик. 8-летнего Мухаммада Джамакулова из маленького ногайского аула в Карачаево-Черкесии знают все. Мальчик попал в Книгу рекордов России. Шутка ли, ребенок на фестивале, проходившем на перевале Гумбаши, в течение 2 часов без остановок сделал 2085 повторений на пресс. Это достижение мирового уровня. Самый юный наш рекордсмен, участник, который сделал настоящий мужской поступок, справился. Джамакулов Мухаммад Муратович, выйди, пожалуйста. Вот, это тигр, это пример и мне для подражания. Это, пусть он самый маленький, но он один из самых мужественных людей, которые я видел вообще в мире и так далее. На первый взгляд Мухаммад мало отличается от сверстников. Учится в школе, занимается вольной борьбой. Тренирует его отец Мурат, который в успехах сына не видит ничего особенного. В любом деле, пускай будет спорт, пускай какая-то работа, когда ты всегда надеешься на Аллаха, Аллах облегчает. Например, в спорте у меня дети, я им говорю, делайте все, что можете, и делайте, полагайтесь на Аллаха. А если Аллах пожелает, вы выиграете. И они выходят, я вижу даже многие, которым даже не говорю, они выходят в углу, стоят, дуа делают, обращаются к Аллаху и выходят. Максимально как можно выкладывается и выигрывает. Я не только хотел сына зафиксировать, что он, у меня и мальчики там некоторые сделали 1230 отжиманий, сделал тот же Джантимиров Ильяс. Другие мальчики там Кукаев Али, он сделал 1150 приседаний сделал. Ну, несколько мальчиков, сейчас всех не перечислить, у них 5-6 мальчиков больше 1000 приседаний сделали. Тренируются ребята в школьном дворе или на окраине аула. Здесь, конечно же, нет особых условий для занятий, но у детей есть главное – природный потенциал и воля к победе. Сложно было, но я потерпел и установил мировой рекорд. Настоящий мужчина должен быть скромным, вежливым, воспитанным, терпеливым. Качества, которые перечисляет Мухаммад, прививают ему в семье, а семья у него большая, интернациональная. Отец нагаец, бабушка черкешенка, а мама русская. Здесь с уважением относятся к традициям всех народов. В первую очередь вера, в первую очередь мы ставим религию главное, то есть это познать книгу Аллаха, Коран. То есть мы упор даем на изучение Корана им. С детства прививаем любовь к намазу, к скромности, к тому, что нужно делиться с близким и с нуждающимся. Вот у них есть специальная копилка для нуждающихся, когда у них есть деньги, они делят и ложат сами туда копейки, и потом собираем и отдаем нуждающимся. Мне его иногда жалко, думаю, ну, как говорится, вдруг нагрузка или что. Но он и время находит играть, и расписано так, что и на Коран ходит, и на тренировки ходит, и уроки делает, успевает. Время есть у него и поиграть. Вообще любой ребенок должен чем-то занять, чтобы он не болтался по улице. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. Мухаммад увлекается арабским языком. В прошлом году вошел в число победителей республиканского конкурса чтецов Корана. Ему и его сестрам есть с кого брать пример, на кого равняться. Алхамдулилля, стараемся как-то поощрять, и бывает трудно. Вот сейчас мы сзади Коран учили, 30-й джуз. Алхамдулилля, выучили. И потом уже в город на урок ездим. И оттуда мы начали учить с начала, с Бакары. Начали учить. В планах и мечтах юного рекордсмена стать хафизом и добиться еще больших результатов в спорте. За его успех молятся не только все его родные, но и многочисленные соседи. Алима Джагапирова, канал Алиф, Карачаево-Черкесия.